بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله рабы Аллаха. Да будет известно каждому из вас, что настоящее следование за Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям состоит в том, чтобы твердо держаться его сунны и его пути. Делать то, что делал он, и отказаться от совершения того, что не делал он. Вот это настоящее следование. Если кто-то добавит что-то к религии пророка алейхиссалату вассалам, или что-то убавит из религии пророка алейхиссалату вассалам, это значит, он потерял часть своего следования за Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям. Это значит, он лишился части шахады, свидетельства Мухаммаду Расулуллах. А хуже, и убавить плохо, и добавить плохо, но добавить что-то к религии Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, это еще хуже, потому что это значит зайти вперед, пытаться зайти вперед Аллаха и его посланника. Аллах субхану ва тааля сказал нам: «Я айюаллазина аману», о вы, которые уверовали, «Ла тукаддиму бейна ядай Аллахи ва расулихи, ваттакуллах, инна Аллаха сами'ун алим», о вы, которые уверовали, не опережайте Аллаха и его посланника, и бойтесь Аллаха, поистине Аллах он слышащий, знающий. Не опережайте Аллаха субхану ва тааля, не опережайте посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, придумывая что-то в религии, и затем знайте, да помилует вас Аллах, что пророк алейхиссалату вассалам во многих хадисах побудил нас с вами следовать его сунне, держаться за его сунну, и предостерег нас с вами от бидатов, от новшеств религиозных во всех их проявлениях, во всякой форме. Великий хадис, который, наверное, слышали из вас многие, но, как говорил один из предшественников, я слышу от человека хадис и слушаю его так, как будто я слушаю его впервые, хотя я слышал его еще до того, как этот рассказывающий мне родился. Поэтому не говорите, я уже слышал этот хадис. Послушайте, это великий хадис, и каждый раз этот хадис открывает нам свою мудрость. Хадис этот, который передал имама Ахмада, который передал Ибн Хиббана, передал в других источниках, от Ирбада ибн Сария, сподвижника пророка, алейхиссалату вассалам. Ирбад ибн Сария сказал: «Ва'азана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям мау'изатан балига, зарафат лаха аль-а'юн, ваваджалат минха аль-кулуб». Обратился к нам посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям с проповедью действенной, проникновенной, от которой заслезились наши глаза и затрепетали наши сердца. И мы сказали: «Я Расул Аллах, каанна хази мау'изату мувадди' фааусина». О посланник Аллаха, это похоже на проповедь прощающегося человека, так дай же нам наставление, дай же нам завет. И сказал пророк алейхиссалату вассалям тогда: «Усейкум битаква Аллахи вассам'i ватта'a, ва ин кана абдан хабашия». Я заповедую вам бояться Аллаха и заповедую вам подчиняться, слушать вашего правителя, подчиняться ему, даже если вашим правителем будет раб Эфиоп. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Поистине те из вас, которые проживут долго, увидят много разногласий. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Поэтому вы должны неукоснительно придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, которые будут после меня, ведомых прямым путем. Схватитесь за нее своими коренными зубами. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. И остерегайтесь религиозных новшеств, потому что каждое религиозное новшество – это ересь, бида, а каждая ересь – это заблуждение. Да позаботится о вас Аллах, рабы Аллаха.
Послушайте этот хадис и задумайтесь об этом хадисе. Говорит пророк, алейхиссалату вассалам, в нем: «Фаинну ман яиш минкум яра ихтилафан кафира». Поистине те из вас, кто проживет долго, то есть после пророка, алейхиссалату вассалам, увидит много разногласий. И так и произошло. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, сколько разногласий появилось среди мусульман, какой раскол произошел в этом уме, сколько групп разных появилось, насколько течений раскололась эта умма. Так что же делать? А что же делать? И пророка, как спастись от этих разногласий? Как уберечься от этого раскола и от этих всех групп? Пророк, алейхиссалату вассалам, не оставил умму без ответа. Он побудил к выходу, он указал выход. Что делать? Как спастись? И он сказал, это две вещи. Две вещи вас спасут, и это будет выход. Первое, это крепко держаться за сунну пророка, алейхиссалату вассалам, и его сподвижников. «Фа'алейкум бисуннати», придерживайтесь моей сунны, вы обязаны это делать, и сунны моих праведных халифов, которые будут после меня. А второе, это далеко-далеко отойти от всех бидатов, новшеств, остерегаться религиозных новшеств. И об этом в словах пророка, алейхиссалату вассалам: «Ва иякум мухдасатил умур, фа инна кулля мухдасатин бид'а, ва кулля бид'атин далаля». И остерегайтесь религиозных новшеств, потому что каждое религиозное новшество – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение. Рабы Аллаха, я прошу Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он дал понять вашим сердцам, как это важно. Если бы это не было так важно, если бы это не был такой насущный вопрос, который необходимо понимать каждому из нас, простому человеку тоже, пусть не говорит простой человек, это для меня сложно. Нет, ты должен, каждый должен это понять, каждый должен заботиться об этом. И на важность этого указывает то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, каждую пятницу в своей хутбе, стоя на минбаре, говорил людям, указывал им на этот вопрос важный, предостерегал их и говорил: «Инна асдакаль хадиси китабуллах, ва хайраль хади хадью Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям, ва шарраль умури мухдасатуха, ва кулля мухдасатин бид'а, ва кулля бид'атин далаля, ва кулля далалатин финнар». Поистине самое правдивое слово – это слово Аллаха. Самый правильный путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Самое худшее из дел – это религиозные новшества. И поистине каждое религиозное новшество – это бид'а, это ересь. А каждая бид'а, ересь – это заблуждение. А каждое заблуждение в адском огне. Оно ведет человека в адский огонь. Наша обязанность с вами, о рабы Аллаха, неукоснительно, крепко схватиться за сунну пророка, алейхиссалату вассалам, идти по его пути, идти по его стопам, шаг за шагом, и остерегаться всех религиозных новшеств, все, что придумали люди и ввели в религию, всех заблуждений во всех их формах и во всяком их проявлении. И я прошу Аллаха субхану ва тааля, посредством Его прекраснейших имен, посредством Его возвышенных атрибутов, чтобы Он позволил всем нам жить, придерживаясь неукоснительно сунны пророка, алейхиссалату вассалам, умереть на этом, чтобы Он отдарил всех нас с вами от религиозных новшеств. Поистине Он, слышащий, отвечающий на дуа. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ذي السبطين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلنه. ربنا إن ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.